Раз, два, три, раз, два, три. Как березка получается, когда смотрит в длинные платья. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Вспоминать выдающегося балетмейстера-хореографа Акима Джемилева нужно, конечно, танцем. В библиотеке имени Каспринского почтить память танцора собрались коллеги, ученики, поклонники. Мы все стали свидетелем того, что человек с открытой душой, с открытыми помыслами сделал столько много для нашего народа, что мы обязаны его везде пропагандировать, чтить его и гордо носить его имя, чтобы на века сохранить его память. Его визитной карточкой была улыбка, а в движениях экспрессия и темперамент. Каждый раз он танцевал словно последний. Он жил в ритме танца. Аким Джемилев родился 9 мая 1918 года в селе Кучукузень. Он воспитывался на крымско-татарской культуре и фольклоре. Сольное выступление Хайри Эмирзаде, увиденное Джемилевым, стало решающим в выборе будущей профессии. Уже в 1936 году 18-летний Аким Джемилев стал солистом государственного ансамбля танца Крыма, театра, оперы и балета. Его коронными номерами были крымско-татарские танцы Агарава, Чобан-Оюны. Любимец зрителей на сцене, он и на фронте в годы войны был известен боевыми заслугами. Я была поражена тем, что этот человек настолько многопланов. Чем бы он ни занимался, он всегда все делал, знаете, вот на полную мощность. В годы войны он прошел через самое пекло, да, в расчете пушки 45-ки. Ну, как вы знаете, они принимали первый удар на себя фашистских танков, и это было в течение всего протяжения войны. Это участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, форсирование Днепра. А с другой стороны, то дело, которому он посвятил всю свою жизнь, это его детская мечта, это искусство танца. Несмотря на все перипетии судьбы, он пронес его с собой, и здесь он достиг высочайших результатов. На мероприятии присутствовали люди, лично знавшие и работавшие с легендарным Акимом Джемилевым. Среди них именитый балетмейстер Мунир Аблаев. Он порадовал гостей исполнением танца «Тым-тым» и поделился воспоминаниями об учителе. Он всегда нам говорил, чтобы мы в себе воплощали какую-то роль. То есть мы должны были исполнять какой-то мини-спектакль в танце, образ нести. И мы, я думаю, что справлялись с этим. Акима Джемилева не стало 11 декабря 2001 года. Он воспитал не одну плеяду танцоров на родной земле, привив им любовь к крымско-татарскому танцу.